В городе воинской славы Малгобеке прошла спартакиада среди допризывной молодежи, организованная Центром военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот». В районном этапе соревнования приняли участие 10 команд в 4 дисциплинах. Подробности в материале Тамерлана Хамхоева. Разборки, сборки, автомат, приступить. Если вчера на спартакиаде город воинской славы представляли всего 4 команды, то сегодня от Малгобекского района выступают в 2,5 раза больше. Разборка, сборка автомата Калашникова, на первый взгляд отработанная месяцами тренировок процедура. Но тут нужно не только сделать все как можно быстрее, но и не допустить ошибок. В городе воинской славы к исполнению обязанностей военнослужащих всегда подходили со всей ответственностью. В здоровом теле здоровый дух. Таким принципом руководствуются организаторы спартакиады. Важно понять, в каком физическом состоянии находится сегодня молодежь. Соревновательная атмосфера царит на территории Дол-Нефтяник, где и проходит спартакиада. Финишировали с лучшим результатом по разборке сборки автомата учащиеся школы номер 7 сельского поселения Псидах. Впрочем, некоторые из ребят, которые вышли в тройку лидеров, уверены, что могли показать результат получше. На данный момент соревнуешься 25 секунд хайрох. Игры дикая результат мясла бадраж, но это дикая 25 секунд хая. Команда ехала 4 метр яхрох. Общей командной зачете. Тем временем на другой стороне пришла пора подтягиваться. Одно из самых элементарных и в то же время энергозатратных упражнений – подтягивание на перекладине. Здесь также нужно правильно соблюдать технику выполнения, о чем не забывает напомнить судья. Ноги вместе, полный выход вверх, полный спуск вниз. Понял? На снаряд. У кого-то получается сделать 25 подтягиваний, другие останавливаются на 15. В любом случае каждый выкладывается по максимуму. Здоровая конкуренция – вот что важнее всего. Первое место на этом этапе заняла команда из школы номер 19 сельского поселения Сагапши. Подобные соревнования укрепляют дух ребят и помогают им всесторонне развиваться, уверены педагоги. Вообще соревнования, посвященные Дню патриотического воспитания, они стабилизируют учащихся, делают их более стойкими, более выносливыми, физическое развитие, и появляется у них здоровый образ, соревновательный здоровый образ. Поэтому для юношей, наших юношей, которые должны служить в вооруженных силах, это очень значимое, очень нужное дело. Довольно необычная табличка на территории, где будет проходить 3-й этап спартакиады – бросание гранаты на дальность. Здесь уже давно нет пруда и тонуть никто не будет, поэтому без опасений участники приступают к соревнованиям. 2 попытки, 2 человека от каждой команды, и лучшие результаты идут в итоговый зачет. С первого раза получается не у всех, тем не менее есть и очень удачные броски. К примеру, учащийся все той же 7-й псидахской школы швырнул гранату аж на 54 метра. Организаторы надеются, что и в следующий раз на спартакиаду придет очень много людей. Сегодня атмосфера по-настоящему спортивная. Нашими основными задачами является физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, популяризация воинской службы у молодежи до призывного возраста. Последний этап – бег на 100 метров. Остались самые выносливые. За финальной частью соревнований пришли понаблюдать даже самые проворные обитатели Малгобекского парка. Старт дан и забеги начинаются. По 2 человека на каждую попытку. Лучший результат в командном зачете показал Зелимхан Миржоев, ученик 19-й школы сельского поселения Сагапши. 100 метровка, первая тройка ехидут, да, холдок. Разборка диктатора, алхамдуллах. Учитесь подвести, да, показать дуа, когда андали. Ну и, наконец, подведение итогов. Первое общекомандное место за школьниками из Псидаха. Второе взяла команда 12-й школы сельского поселения Инарки. Ну и третье за 30-й школой сельского поселения Сагапши. Позитивные воспоминания после этих соревнований ребятам еще долго не забудутся. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24.